Коллеги, добрый день. Представлюсь, Канат Абдрахманов. Приглашен в качестве эксперта рассказать немного о климатическом финансировании, вообще архитектуре глобальной сфере зеленых инвестиций. Но до этого, если позволите, я не знаю, насколько люди, которые сегодня здесь присутствуют, знакомы с последними структурными, институциональными преобразованиями до передачи полномочий по климатическому финансированию в комитет. Хотел немного хронологии какой-то рассказать, как были вообще инициированы процессы. И далее мы, наверное, перейдем уже непосредственно к основной теме. Да? Но если будут вопросы, можно прям по ходу презентации задавать. Я думаю, в такой свободной форме мы проведем. Я в качестве эксперта приглашенного, да, ранее занимал должность директора Центра по климатическому финансированию. Спасибо нашим коллегам, партнерам за возможность увидеться вживую. Давно не виделись. Рад познакомиться с новыми коллегами. Сегодня хотели вам рассказать о тех процессах, которые были в последние, наверное, 1,5-2 года, и уже перейти к сегодняшним реалиям, повестке по мобилизации климатических ресурсов. Как вы знаете, в 2015 году по инициативе правительства Кыргызской Республики была запущена пилотная программа по адаптации изменения климата, в которую Кыргызская Республика тоже вступила, присоединилась. Были проведены несколько миссий, консультаций таких институтов, как Всемирный банк, Азиатский банк, Европейский банк. По результатам было рекомендовано, то есть они провели такую диагностику на предмет институционального потенциала, политического, наверное, тоже, по политических рамок, по работе с климатическими, экологическими глобальными фондами. По итогам этой работы правительством Кыргызской Республики был создан институт, который далее должен и на сегодня выполняет уже функции по привлечению климатического финансирования. Центр климатического финансирования, который был запущен, то есть на бумаге, так сказать, по постановлению правительства, данный центр был создан еще в 2017 году, но до 2019 года запускались различные процессы по организационным техническим моментам, то есть комплектация, штат. И в итоге 23 мая 2019 года был официально презентован данный институт, который в своей деятельности сфокусирован на 4 ключевых направлениях. Первое – это содействие в разработке климатической политики, то есть оказание содействия государственным органам, правительству, выработке конкретных мер политики в области изменения климата. Также одним из ключевых направлений является общая координация привлечения климатического финансирования. Это и работа со всеми вовлеченными заинтересованными сторонами, это и гражданский сектор, это и партнеры по развитию, государственные органы, академические круги. Кроме этого, в работу, то есть в задачи Центра климатического финансирования также включена разработка и продвижение проектов, это идентификация, это подготовка соответствующих проектных документов, то есть начиная от общей какой-то проектной идеи до подготовки конкретного проектного предложения на рассмотрение финансовых институтов. И 4-е направление является наращивание потенциала обучения, повышение осведомленности, то есть непосредственно информирование и общественности, и подготовка соответствующих специалистов, государственных, муниципальных служащих, подготовка и то есть вовлечение частного сектора в мероприятия, связанные с адаптацией, митигацией к изменению климата. На данном слайде здесь немного устаревшая информация, но
Можно отметить, что вот ранее была создана координационная комиссия по изменению климата. Вот, она была по итогам проведенного анализа, консультаций преобразована в координационную комиссию по изменению климата и зеленой экономики, так как многие вопросы, задачи были сквозными, затрагивали все сектора экономики, и было принято решение объединить эти две комиссии, поднять уровень до премьер-министра. И вот, насколько я знаю, буквально недели полторы назад, по-моему, был проведен первое заседание Координационного совета, где были приняты решения по одобрению такого документа, как национальные определяемые вклады, которые предполагаются будут одобрены в ближайшее время и представлены на конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. ЦКФ в ходе своей работы изучал разные возможности привлечения ресурсов, и одним из таких неиспользованных, наверное, каналов был Центр климатических технологий. Вот, по предложению Центра были возложены функции как национального уполномоченного органа по работе с этим институтом на ЦКФ. Помимо этого были определенные преобразования по взаимодействию с другими институтами, в том числе по самой рамочной конвенции. Но на сегодня эти полномочия все возвращены в Госкомитет. Мы считаем, что это было логично. На тот период был транзитный такой этап, где необходимо было мобилизовать, активизировать много процессов, и мы думаем, что в определенной степени как раз это подстегнуло и создание Госкомитета, то есть как отдельного уполномоченного органа не только в части реализации, но и уже в полноценной разработке климатической политики. Кроме того, хотелось бы здесь отметить, что в рамках инициативы по пилотной программе по адаптации изменения климата был подготовлен такой инвестиционный программный документ. Он называется «Климатическая инвестиционная программа». Возможно, вы уже имели возможность, знакомы с этим документом, но хотелось бы отметить, что это на сегодня, наверное, один из основных документов по именно привлечению, по приоритетным проектам, по приоритетным мероприятиям для мобилизации климатического финансирования. Если у вас будет время и возможность, я бы посоветовал пробежаться, ознакомиться. Документ достаточно объемный, но можно все-таки его быстренько освоить тоже. Запуск процесса ООН, я, наверное, здесь Бахтыгуль уже неоднократно, наверное, здесь проводила и презентации, и проходили много консультаций по этому документу. Мы рады, что эта работа завершена благополучно, и мы надеемся, что теперь есть ориентиры, и этот документ будет взят за основу для дальнейшей политики в сфере изменения климата. Есть также задача по разработке или актуализации. Ранее был документ по приоритетным направлениям по изменению климата. На сегодня этот документ устарел, и необходимо все-таки обозначить стратегические приоритеты по наиболее уязвимым секторам, которые Зоя в своей презентации уже отметила. Это сектор здравоохранения, это сектор энергетики, управление водными ресурсами, лесное хозяйство. Есть также очень важное направление – это митигация или смягчение чрезвычайных последствий. Все эти сектора были включены в проект по разработке национального адаптационного плана. Статус этого проекта, наверное, пока немного приостановлен, потому что идут различные изменения в структуре правительства, которые сказываются на определении исполнительных органов, в зависимости от функциональных обязанностей и полномочий госорганов будет определенные корректировки, и мы надеемся, что в ближайшее время этот проект начнет свою деятельность. Кроме того, по
взаимодействию с Зеленым климатическим фондом. Этот фонд, как вы знаете, является одним из основных финансовых инструментов рамочной конвенции ООН. Уже была запущена работа по привлечению средств, но на сегодня до сих пор отсутствует страновая программа. В свое время были подготовлены документы, анализ и проект страновой программы. Надеемся, что вот Госкомитет возьмет на дальнейшее исполнение или на дальнейшую проработку этот документ, и будет уже какое-то стратегическое видение по взаимодействию с Зеленым климатическим фондом на среднесрочный период. Это важный документ не только для Зеленого климатического фонда, но и в первую очередь для правительства Кыргызской Республики, чтобы было видение, какие потребности мы можем все-таки охватить в рамках финансирования из Зеленого климатического фонда. Кроме того, идет параллельная работа по интеграции вопросов и аспектов изменения климата в отраслевые документы. Это, опять же, стратегия по здравоохранению. Уже какие-то компоненты были включены, но вот в рамках разработки национального адаптационного плана эта работа будет продолжена. Ну, да, вот по этим направлениям я озвучил. Ну, здесь еще есть у нас программа зеленой экономики, которая тоже является одним из таких приоритетных стратегических документов. Она актуализируется и, наверное, в ближайшее время будет опять пересмотрена. Так, в части координации здесь можно отметить несколько таких инициатив. Это при поддержке наших партнеров, в том числе при поддержке местного представительства ПРООН, была начата работа по изучению, анализу и оценке потребностей и возможных механизмов, инструментов для решения вопросов, связанных с энергосбережением. Был подготовлен документ по созданию фонда энергосбережения. Этот документ находится сейчас на рассмотрении Госагентства Госарстроя. Да. И это один из таких предложенных механизмов для того, чтобы обеспечить стимулирование, наверное, перехода на энергосберегающие технологии. Кроме того, да? Это концептуальный документ. Концептуальный документ по запросу Госагентства архитектуры и строительства. Мы подключились и совместно с ПРООН обратились для привлечения международных экспертов в рамках Трастового фонда ПРООН. И весной этого года мы подготовили такой документ. На сегодня у него тоже, он уже есть, да, его можно уже, двигать. Так. Для информации, наверное, существует такой климатический инвестиционный фонд, который администрируется 3 банками развития: Всемирным банком, Азиатским и Европейским банком. В декабре 2020 года были проведены переговоры, и ЦКФ, и как кыргызская сторона, скажем, была включена в состав технического комитета ППСР, который проводит работу по одобрению проектов, по принятию, рассмотрению программных стратегических инициатив климатического инвестиционного фонда. И срок членства в этом комитете трехгодичный до конца 2023 года. В рамках этого комитета есть возможность у правительства, у кыргызской стороны, и узнать больше о инициируемых проектах других стран, то есть просмотреть, полностью вовлечься во все этапы рассмотрения, одобрения, утверждения, и в то же время есть возможность лоббировать свои конкретные какие-то проекты. От нас Центр климатического финансирования в декабре
да, мы получили этот как бы, мандат. Вот, ну, я думаю, надеюсь, что центр продолжает эту работу. Так, здесь еще хотелось бы отметить, тут, я не знаю, может, мы чуть так наскоками идем. Но Зеленый климатический фонд, он работает немного по другой модели финансирования проектов. У него нету никаких представительств за пределами штаб-квартиры, которая находится в Корее, в городе Сеул. И они работают с аккредитованными организациями. Как правило, аккредитованные организации – это все международные институты развития, агентства развития, банки развития. Но есть также возможность в получении аккредитации национального какого-то органа, института. Мы, понимая, что любые проекты, которые будут инициироваться и подаваться на рассмотрение в Зеленый климатический фонд, будут требовать одобрения или согласия в совместном участии со стороны вот аккредитованной организации. Поэтому нам необходимо все-таки провести работу для аккредитации национального органа, чтобы мы не зависели от других донорских организаций и могли самостоятельно продвигать, инициировать и подавать такие проекты. Эта работа была тоже проведена совместно и частично и с ФАО. Кроме того, вот центром был проведен такой скрининг на предмет наиболее подходящих институтов. Вот были определены такие организации, как АРИС, АИЛ-банк. Им была оказана соответствующая поддержка, содействие в изучении процедур, требований Зеленого климатического фонда. И по итогам была направлена номинация со стороны правительства в адрес Зеленого климатического фонда на аккредитацию АРИСа. Впоследствии еще было одно номинирование сделано коммерческого банка. Вот, и сейчас наиболее как бы, продвинутый в этом процессе, в этом вопросе сейчас у нас АРИС. Ну, здесь, да, здесь отдельная проработка с вот, Иреной, можно отметить, что был инициирован процесс по оценке потенциала возобновляемых источников энергии с фокусом непосредственно на солнечную и ветровую энергию. Был проведен такой анализ. Сейчас Министерство энергетики и промышленности ведет дальнейшую работу с Иреной по вступлению. По-моему, мы уже стали членами, да? Ирена, было ратифицировано соглашение о вступлении. И мы являемся полноправными членами Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. По ОНУФ мы уже говорили. Здесь по НАП. Вот было бы хорошо, если бы здесь принимали участие тоже сотрудники, представители ЦКФ, которые могли бы тоже здесь рассказать о текущей ситуации, текущем статусе вот этих проектов. Ну, я полагаю, да, что статус такой же, да. Да? Да, вы... Ну, знаете, здесь вопрос стоит в том, что опять у нас институциональные вот вопросы сказываются на проектном документе, опять же, на тех же исполнителях, общей схеме управления проектом, вплоть до дизайна. Помимо этого, здесь еще бывают такие моменты, когда мероприятия, которые были заложены в этот проект, уже утратили актуальность и необходимо даже где-то по содержательной части пересматривать. Вот. Исполнительным ведомством изначально было Госагентство охраны окружающей среды, далее эти функции были переданы Министерству экономики. На сегодня этим институтом, реализующим агентством, я полагаю, должен быть Госкомитет. Если я добавлю, да, что уже вот как вы заметили, с момента одобрения прошло больше года, и сейчас очень срочно
необходимо провести Inception Workshop, то есть дать До старт. сих пор, да, не было? До сих пор не проведено, вот они Ну, пробовали. кто в теме, было бы хорошо, мы бы объяснили, да, если кто Да, в то есть теме, вот какие прям задачи. горит, да? Срочно нужно проводить мероприятия. Задержка здесь идет. Вот как раз сейчас подошел Турарбек Тучубекович, заведующий отделом по привлечению и реализации проектов ГЭКа. Да. Может, сюда, Турарбек Тучубекович, да. Извиняюсь, что я вас прерываю, но так у нас рабочая, да, такая атмосфера, да. Мы на самом деле всем рассылку делали, всем ремайдеры отправляли, но некоторые лица заняты. И вот хорошо, что Турарбек Тучубекович подошел, тут как раз идет презентация в целом об архитектуре, так скажем, зеленого климатического финансирования, о предыстории учреждения и создания ЦКФ. То есть очень нужная информация, очень полезная, интересная. И здесь также в презентации с первых уст той команды, которая прорабатывала все эти процессы, как раз вот практически можно брать вот это вот все и уже прорабатывать вопросы двусторонних встреч, отработки встреч с ЗКФом по конкретным проектам и так далее и тому подобное. И вот как раз вы вовремя подошли. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Прошу прощения за опоздание. Я прервал, наверное. Была тоже встреча, только освободился. Меня зовут Канаев Турарбек. Являюсь заведующим отделом по привлечению и реализации проектов. Благодарны вам за ваше уделенное время, то, что вы приехали, уделили нам внимание, делитесь с нами. Для нас это важная информация, и мы это ценим, уважаем. Спасибо вам еще раз. Да, спасибо. Вот у нас прям... Да, про 2,6. Учитывая, да, вот на самом деле мы столкнулись в своей деятельности, мы столкнулись с проблемой стратегических приоритетов. То есть у нас не было приоритетных направлений деятельности, какие проекты нам необходимо готовить, под какие инициативы и программы нам необходимо финансирование. И вот как раз в этих целях был инициирован процесс по разработке национального адаптационного плана, так как Зеленый климатический фонд предоставляет каждой стране ежегодно до $1 миллиона. Но здесь я, наверное, отдельно потом лучше расскажу. У нас была возможность получить в упрощенном порядке финансирование для разработки национального адаптационного плана. Вот. Была разработана совместно с ПРОом проектная заявка, которая проходила рассмотрение в Зеленом климатическом фонде на протяжении 2019-2020 года. И в середине 2020, в июне месяце, Зеленый климатический фонд одобрил финансирование. И, считайте, уже 1,5 года данный проект как уже получил формальное финансирование, но до сих пор не запущен. То есть вот стоит задача в оперативной мобилизации этого проекта. Для этого требуется и переговорный какой-то нужно процесс с ПРООН провести, потому что они являются аккредитованным партнером в этом проекте, но также необходимо упорядочить и внутреннюю проектную документацию для того, чтобы согласовать финальную версию схемы управления проектом и основных исполнительные ведомства. Да? Вот. Ну, если нужно будет, мы можем где-то отдельно потом по этому проекту рассказать, да, еще или переговорить. По климатической инвестиционной программе, здесь можно отметить, что изначально в эту программу было включено 9 проектов общей суммой $310 миллионов, из них 5 проектов были одобрены. Может, сейчас сразу я покажу лучше. Так. Да, вот в климатической инвестиционной программе изначально было заложено по итогам консультаций с партнерами были включены такие проекты. Здесь есть проекты, которые финансируются со стороны банков, банков развития Азиатского, Всемирного,
европейского, но также есть и проекты, которые уже получили финансирование, одобрены, то есть официально Зеленым климатическим фондом. Но, к сожалению, также работа стоит, проекты заморожены, и требуется толчок для того, чтобы вот уже эти средства поступили и уже началась реализация. Здесь вот до этого Асель говорила, что у Зеленого климатического фонда есть свои требования по инициализации проекта, наверное. Вот, дается 6 месяцев на подписание соответствующих соглашений после одобрения, и далее в 6-месячный срок уже должна быть запущена реализация. Проект по секвестрации, он был одобрен практически в 2018 году. Это уже 3 года он как стоит. Проект по линии ВПП, это Всемирной продовольственной программы, где там фокус был на уязвимые слои в сельской местности. Он стоит с тоже 2018 года, то есть вот, и, ну, опять же, нужна активная позиция профильного органа, да, то есть вот Госагентство водных ресурсов, тут нет, это, извиняюсь, я не туда ушел. Вот по расширению возможностей уязвимых сообществ, здесь, опять же, ключевым органом было Госагентство охраны окружающей среды, но и соисполнителями были Министерство сельского хозяйства, МЧС, Минтруд, с учетом как бы компонентов самого проекта. Опять же, сейчас нету ведущего органа, который мог бы обеспечить общую координацию, взять на себя вот эту роль и ускорить процесс реализации проекта. Так. Также вот для подготовки и привлечения вообще финансирования, безусловно, необходима качественная подготовка аналитических документов, да, и в этой связи здесь немаловажную роль играет техподдержка, да, техническая помощь. Вот здесь перечислены инициативы, техническая поддержка, которая могла бы разблокировать или раскрыть возможности для реализации крупных, более таких масштабных проектов или программ. Вот, вы видите, на слайде были предоставлены средства со стороны ПРООН, со стороны GIZ, DFID. Отдельно вот хотел бы отметить 2 проекта. Вот один проект по линии CTCN, это проект для оценки технологических потребностей по 4 секторам. Это управление бытовыми отходами, это водные ресурсы, транспорт, энергетика. Да. Вот, в каждом секторе по итогам этой технической помощи мы должны были бы иметь несколько проектных заявок, проектных предложений, которые могли бы претендовать на финансирование Зеленого климатического фонда. То есть вот этот проект был одобрен в декабре 2020 года, и в начале 2021 уже был инициирован процесс по найму консалтинговой компании, которая должна была уже приступить. Опять же, нету координации, нету ведущего, наверное, органа, который мог бы обеспечить вот эту работу. Можно вопрос? Да? Я думаю, что цифры, которые здесь появились, и название проектов, оно прям всех взбудоражило сейчас. Но меня, по крайней мере, точно. Вот интересен проект, региональный проект DFID и ПРООН по подготовке к 26-й конференции сторон. Можете чуть подробнее раскрыть ворота вот здесь? Да, в ходе встреч с партнерами вот, и непосредственно с принимающей стороной конференции, с посольством Великобритании была такая договоренность о оказании содействия в участии кыргызской делегации в предстоящем мероприятии. Да? Вот мы обратились официально в ПРООН. ПРООН по своим каналам совместно с DFID разработали проектную концепцию. Изначально это был страновой проект, но по результатам его
немного масштабировали и сделали региональным для, то есть, Центральной Азии, для Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Вот, в рамках этого должна была быть оказана помощь в подготовке вообще позиции страны отдельно. Помимо этого, региональные позиции для, вот, на участие. Кроме того, были компоненты по мобилизации молодежных, обучение, то есть там целый цикл с марта месяца, целый цикл тренингов, семинаров, обучающих мероприятий для уже непосредственно официальной делегации должно быть. Вот, я не знаю, возможно, вот вы участвовали на каком-то из этих. Вот, эта серия была, да. Да, кроме того, в рамках этого же проекта предусматривалось частичное покрытие расходов не делегации, а по организации сайд-ивентов. Да. Да, кроме того, отдельный аналогичный практически проект был со стороны Камфор-СБ, со стороны вот, по линии Всемирного банка, но по определенным или неизвестным причинам мы не были участниками этого проекта, поэтому я не могу информировать о тех компонентах, которые там. Хотя приблизительно то же самое, да? Вот. По CTCN это вот готовые 500 тысяч со стороны ЗКФ. Они сейчас, наверное, тоже пока подвисли. Да. Отдельно в рамках работы по разработке комплексного плана для обучения в области изменения климата было получено финансирование в 100 тысяч долларов. Этот проект был закрыт в апреле месяце, но он открывает возможности для привлечения новых ресурсов. Да, то есть уже конкретный анализ, есть оценка потребностей, есть приоритеты, и можно на основании этих документов уже обращаться к тому же Юнитар или другим каким-то институтам для реализации уже каких-то конкретных проектов. То есть это есть такая возможность. По Ирене я уже отметил. По электромобилям это небольшой проект был, была проведена тоже оценка, анализ по инфраструктуре, по размещению электрозарядных устройств, по лизингу, такси и так далее. Наверное, такой документ вы уже получали. Если нет, то, в принципе, можем поделиться, да. Этот проект был закрыт, по-моему, в марте или апреле месяце тоже. По Ерене. Угу. Это уже проект закончен? Он частично закончен, но идея была интегрировать эти наработки в национальные определяемые вклады в Актугуль. Да, по Ирене, может быть, вы расскажете? По Ирене, получается, в рамках подготовки УНУФ была такая заявка, такой запрос. И они делали две вещи. Первое – это вклад в УНУФ, и второе – это проведение быстрой оценки. Вот Канат уже отмечал. Сроки реализации планировались до конца года. Вот на данный момент уже около две главы готовы из 4, и готовятся другие главы. Основной упор – это сделать анализ потенциала именно с учетом картирования зон, где есть большой потенциал для ветровой и солнечной энергии. Это так коротко, да? По e-mobility уже есть финальный отчет сверстанный, гуляет в интернете, поэтому, пожалуйста. Помимо, тоже для информации, я не знаю, как внутри Госкомитета выстроен механизм взаимодействия с подведомственными организациями. Может быть, будет полезно тоже совместно с Азиатским банком развития была подана заявка в Зеленый климатический фонд на сумму в порядке 900 миллионов долларов. Это тоже региональный подход, региональная программа по развитию электротранспорта в
Центральной Азии. То есть вот в рамках этих 900 миллионов мы имеем возможность тоже получить определенную долю финансирования. То есть здесь надо прорабатывать с Азиатским банком, выяснить статус, потому что мы уже в феврале мы подали эту заявку в Зеленый климатический фонд и имеем возможность получить финансирование вот на развитие электротранспорта для и общественного транспорта, и отдельно других направлений, то есть по инфраструктуре и так далее. Да? Встречалась с ректором, если не ошибаюсь, КЭУ, да, вы, по-моему, делились контактами, да, Алмаз, и он как раз был автором и разработчиком, я так понимаю, он был субподрядчиком на вот эту вещь. Одного из компонентов, да. И я так, насколько я поняла, владелец продукта — это Министерство экономики и финансов, верно? Институт, да, исследований политических. Все. То есть у них надо эту информацию, как бы, можно у них получить. Нас пропустили. Уже это собственно финальный отчет, он уже гуляет. Все. По электромобилям я. Все правильно. Да? Это институт. Ну, в министерстве есть подразделение, ответственное за продвижение электротранспорта. И отдельно Таки, чтобы было предметное обсуждение, да? Да. Вот хорошо. Пища появилась у нас. вот, отдельно. Я прошу прощения, перебью. Совместно с АБР было подано в ЗКФ по заявке на 900 миллионов по разработке электрокаров, да? На сегодняшний день на какой стадии он? Да, я объясню. Здесь, чтобы понимание, чтобы было. Банки развития, они не особо заинтересованы в привлечении дополнительных средств из Зеленого климатического фонда, но учитывая, что развивающие страны имеют определенный лимит по внешним займам, им необходимо смешивать свои кредиты с грантовыми средствами. Вот, каждый проект, который разрабатывается, подается, рассматривается в Зеленом климатическом фонде, он занимает минимум 1,5-3 года. Вот, поэтому многие такие крупные финансовые организации, институты, они идут программным таким региональным подходом, чтобы один раз получить какой-то крупный объем финансирования и уже по своим условиям, внутренним, собственным правилам финансирования, они могут уже эти средства использовать. Вот, Азиатский банк обратился к Центру климатического финансирования для того, чтобы получить письмо об отсутствии возражений. Это такой вот порядок есть при подаче любого проекта на рассмотрение в ЗКФ. Необходимо получить от уполномоченного органа письмо об отсутствии возражения. Вот такое письмо мы предоставили Азиатскому банку, которое дало право им уже подавать в Зеленый климатический фонд для получения средств на региональную программу по развитию электротранспорта. То есть сейчас они в процессе получения этих средств из ЗКФ. После того, как они получат, около 15 стран в этой группе, которые могут претендовать на эти средства. Здесь, мы можем тоже этим документом поделиться, то есть он, в принципе, не конфиденциален, будет интересно. Если можно, да, пожалуйста. А вы не могли подать, например, минуя АБР? Потому что эти деньги пойдут через АБР же потом, да? Верно. А мы не могли ее сделать? Мы не могли. Вот Это потому что идет же региональный, то есть Нет, в Азиатский этом-то банк. вся соль, то, что Зеленый климатический фонд, он предоставляет финансирование только через аккредитованные организации. То есть, сейчас напрямую у нас нет доступа. Канет, а можно вопрос еще один? А насколько у ЦКФ есть потенциал, и насколько в перспективе ЦКФ мог бы быть такой аккредитованной организацией, насколько это возможно, теоретически, и возможно ли вообще? Теоретически ЦКФ вполне может быть той структурой, организацией, которая может получить аккредитацию. Единственное, что по требованиям ЗКФ есть условия о
опыте реализации проектов не менее 3 лет. Так как ЦКФ был запущен в 2019 году, то есть, ну, вот в следующем году уже мы бы этому критерию бы соответствовали. Так, по СНИПам, ну здесь просто обновление СНИПов. Была такая тоже заявка подана в CTCN, она получила предварительное одобрение. Она уже одобрена. Ну, вот. Ага, все, по СНИПам тогда Юнисон, все, верно. Это тоже весной этого года была заявка подана, в начале года даже, и получили одобрение вот от CTCN на такую техническую поддержку. По энергетике. По энергоэффективности, да? Абдурасулова и Можно команда. еще сразу, да? Значит, Нурзат Абдурасулова как Юнисон, исполнитель по вот, CTCN. Параллельно с этим Нурзат Абдурасулова как Зеленый альянс вошла в состав Корсовета. Верно я понимаю, да? То есть тут прям пазлы складываются, и можно будет подключить, да, наверное, Нурзат Абдурасулову. Да? Так, далее отдельно мы подавали тоже заявку в Зеленый климатический фонд на техническую поддержку для вовлечения, для оценки барьеров в вовлечении частного сектора в климатическое финансирование. И ну, была идея разработать документ или модель для оценки макроэкономических рисков изменения климата, да, то есть на секторальном уровне и вообще в целом на макроэкономическом уровне. Учитывая ограниченность средств, была переформатирована задача в разработку технического задания на последующее проведение оценки по макроэкономическим рискам, связанным с изменением климата. Вот этот документ готов. В принципе, он может быть взаимодополняющим документом к моделированию зеленой экономики, которая уже, в принципе, используется где-то частично, но в модели или в моделировании зеленой экономики там все-таки акцент сделан немного по-другому, и наша задача была охватить именно вопросы, связанные с изменением климата. Вот этот документ готов, и можно его, в принципе, направить в Зеленый климатический фонд, чтобы они предоставили новую техническую помощь для вот макроэкономической оценки рисков. Вот. По частному сектору был проведен обзор-анализ вовлечения частного сектора, какие барьеры. Этот документ был подготовлен в апреле, по-моему, тоже вот на рассмотрение, да, и утверждение. Это ЦКФ документ, да. Все вот эти перечисленные вещи, они, в принципе, имеются в ЦКФ. То есть, вот, условно, это до мая, до апреля месяца то, что прорабатывалось. Так, ну, по страновой программе уже отмечали. Вот, тоже хотел бы обратить внимание на такой документ, вот, третий буллет, это руководство по процедуре отсутствия возражений. Это очень нужный, важный документ, который облегчает вообще весь процесс и порядок при подготовке, отбору, утверждению, реализации любых проектов в сфере изменения климата. Вообще. Идея была такая. Мы его готовили под Зеленый климатический фонд, но с планами, что мы подведем под это все климатические и экологические фонды. Чтобы был един такой централизованный канал по мониторингу, по координации, согласованности всех проектов в сфере изменения климата. Да, то есть, этот документ готов. Его можно использовать как на ведомственном уровне, можно поднять на уровень правительства, утвердить распоряжением, там, указом, либо просто приказом министерства или госкомитета и использовать его в работе. Там прям пошагово все четко прописано. Так,
проводится по фирме есть, да, портфель потенциальных проектов, то есть проводилась работа по сбору этих проектов, по скринингу на соответствие, на воздействие, то есть в сфере изменения климата. Вот, по итогам были собраны в порядке, это вот, наверное, не конечная цифра, было в порядке 100 проектов, из которых 50 более-менее соответствовали общим требованиям. Из этих 50 было приоритизировано 15, но помимо этого были проекты, которые имели какую-то определенную перспективу, жизнеспособность, и мы их тоже оставили, поделили на три группы. Это наиболее перспективные проекты, проекты, которые необходимо дорабатывать, и мелкие проекты, которые нужно либо объединять, либо масштабировать. Да? Этот документ есть, он есть в Центре климатического, он есть у нас. Ну, мы можем тоже поделиться, где работать. Да, отдельно тоже для информации, совместно с Союзом банков, с Зеленым альянсом мы проводили конкурс зеленых проектов. Мы собирали тоже проектные заявки, предложения и сформировали такую, ну как это, брошюру, не брошюру, что это? Каталог, да, у нас был каталог, вот есть каталог с конкретными Проекты. Да, это проекты со стороны частного сектора, со стороны различных ассоциаций. Поэтому тоже его можно взять в работу. Турарбек Тойчубекович, у нас Союз банков Кыргызстана тоже вошел в Корсовет. Да, они есть, они были изначально включены. Так, ну по TNA вот, вам, наверное, просто нужно поднять текущий статус технологических потребностей, реализования проектов. Да, общий. Ну, на самом деле очень фрагментарно все будет, так сумбурно велась работа по отбору, по реализации проектов. да. И вот мы поставили такую задачу все-таки это оптимизировать, упорядочить. И были вот несколько документов разработаны. Это руководство. И вот для непосредственно Зеленого климатического фонда был подготовлен документ на предоставление отсутствия возражения. Ну, в принципе, вот такие все вещи есть. Так. Вот, об портфеле, то, что были заявки, они были распределены по секторам, по водоснабжению и канализации было 8 проектов, управление ТБО 10 проектов, водные ресурсы, сельское хозяйство, транспорт, стихийные бедствия, энергетика. Да? Вот. Это уже те проекты, которые более-менее прошли этап скрининга. То есть, вот по адаптационному, ну, это мы говорили. Консультацию. Да, здесь вот по наращиванию потенциала, по повышению информированности, вот таким, наверное, ну, достаточно фундаментальным проектом была вот разработка комплексного плана мер, да, для обучения. В рамках проекта были подготовлены и методички, и поставлены задачи по интеграции вопросов в систему образования, то есть средняя система образования. Помимо этого была пропилотирована и была поставлена задача в проведении вот постоянных онлайн и различных обучающих мероприятий для государственных служащих, для муниципальных служащих, помимо этого для начальных классов. И вот этот проект был достаточно успешным, он очень хорошо был оценен со стороны партнеров, со стороны непосредственно ЮНИТАР, и они были готовы продолжить эту работу. Но им необходим был какой-то чемпион, какое-то ведущее ведомство, которое эту работу могло бы координировать и, ну, то есть продвигать, потому что Министерство образования, они достаточно так пассивно к этому вопросу подошли, и приходилось вот нам как бы вот эти вещи двигать самостоятельно.
Вот, Если ну, я добавлю, да. да? Этот документ, проект комплексного плана мер, он есть, и мы планировали его утвердить на Корсовете, да, на первом заседании. Вот, к сожалению, вот, вынесен, да, на Корсовет. Хотя мы да, его должны поэтому на Корсовете утвердить комплексный вот его план. надо утвердить, да, этот документ. Это как раз можно включить в повестку следующего Да. заседания Горсовета, который логически должен Мы должны были прям вот на ближайшем. У нас помимо этого еще несколько вопросов было. до отъезда. И, собственно говоря, туда вынести всю концепцию подготовки страновой на КС. Да, думаю, чем раньше, тем лучше будет. Да, вы, наверное, согласуете, да, дальнейшую нашу встречу, вторую? Да, вот мастер-план по городу мы прорабатывали и с Европейским Союзом, то есть это инициатива Евросоюза была. Отдельно по линии Всемирного банка у них тоже предполагалась разработка, как у них назывался, ну тоже по зеленому городу или зеленому развитию. В рамках конвенции мэров или? Нет, отдельно. Нет, отдельно. У ЕБРР тоже было по Green Cities, но они сейчас вот, продвигают первый проект по электробусам, уже вот, по-моему, на стадии согласования, проект соглашения, там порядка 30 миллионов долларов. И если правительство одобрит этот проект, они уже расширят свою работу именно по зеленым городам. Мы не вошли в группу стран, которые имеют доступ к ресурсам в рамках этой инициативы, но мы можем. извиняюсь. То есть, может быть, мы можем выйти с инициативой, что мы хотели. Ну вот этот проект, как будет одобрен, ЕБРР сам, в принципе, да, в принципе, он будет готов. Но с ними нужно поддерживать как бы коммуникацию. На тематической сессии города, под регион, устойчивое развитие, да, чтобы такие мероприятия были проделаны, что, в принципе, у нас есть желание, да, так скажем, в этом направлении продвигаться, это тоже, наверное, важно. Да, вообще городу надо активно включиться. Мы помогали вот в разработке не комплексных, или тоже комплексных, да, план мер по улучшению атмосферного воздуха, и многие вещи мы туда включали, но в то время координирующим было Госагентство охраны окружающей среды, и инициативы, не все попали туда, скажем так. Можно, пока мы далеко не ушли от городов, в УНОВ есть подраздел «Зеленые города», поэтому вы официально можно, сослаться, и это все как бы официальная рамочная Между презентацию нового как раз, да, все сходится. Хорошо. Еще бы собрать бы воедино эти пазлы, все вообще будет шикарно. Ну и пытались мы систематизировать, создать общую базу данных всех проектов, вытаскивали через Министерство финансов, запрашивали все проекты, которые идут по линии госинвестиций, ПГИ. Но здесь задача вычленить проекты или компоненты. Обратно. То есть задача здесь, проблема, наверное, даже состоит в том, что вот в рамках многих проектов есть компоненты в сфере изменения климата, поэтому очень сложно их вычленить оттуда. Но они имеют все-таки свое воздействие, эффект. Так. Угу. Да, не знаю, могу ли я вот некоторые вещи озвучивать, да? Была такая договоренность с климатическим инвестиционным фондом, учитывая что такой потенциал у госорганов и необходимости в подготовке качественных проектов. Мы договорились с климатическими инвестиционными фондами о создании фонда подготовки проектов. Общая сумма была $450 тысяч. В принципе, уже документ был согласован, была концептуальная записка, были спецификации, технические задания под конкретные направления экспертов, но
по-моему, тоже этот фонд. Добавлю, да, здесь. В принципе, эта инициатива уже одобрена климатическими фондами. И сейчас идет процедура подписания дополнительного соглашения с ЦКФ. То есть в ближайшее время деньги должны уже поступить. Вернее, вот уже подписание пройдет, потом поступят деньги, и этот фонд уже начнет функционировать. В дополнение к этому фонду мы проводили переговоры в рамках вот PPCR, это пилотная программа по адаптации изменения климата, на дальнейшую поддержку ЦКФ. Была подготовлена вот тоже и проектная концепция, были проведены переговоры, был одобрен документ штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне. Далее мы пошли на подкомитет в климатические инвестиционные фонды. Предварительно концепция наша была одобрена, и в августе вот текущего года уже ушло на рассмотрение Совета. То есть на трехлетний период мы запрашивали поддержку финансовую для того, чтобы обеспечить устойчивость деятельности ЦКФ. И такая договоренность уже была весной этого года. То есть, ну, нужно было довести, формализовать, да, эти вещи. Вот. Ну, здесь Прошу прощения, озвучьте, пожалуйста, еще раз сумму создания фонда подготовки. На создание фонда было запрошено $450 тысяч. Оно было одобрено, да? Оно было одобрено, да. Стояла задача просто формализовать его в виде документа соглашения. То есть были подготовлены Прям детальные технические задания под каждую позицию, под каждого эксперта. Обоснована общая концепция и так далее. Так, об этом мы уже вот немножко говорили по юнитаровскому проекту, да, по разработке. Ну, мы надеялись, что вот впоследствии в рамках внесения изменений в госстандарты мы уже вот вносили предложение, чтобы сразу же наши вот эти наработки могли войти в стандарты школьного образования. Я не знаю, это... Как раз сейчас переделываются стандарты. Вот как раз этот процесс. Из-за того, что мы вот, не успели утвердить приоритеты стратегические, мы не можем интегрировать это в школьное Да, всю эту работу мы взяли на себя, то есть Центр климатического финансирования. Ну, как вот, нам известно, сейчас нету ведущего такого института, органа, который эту работу мог бы дальше продвигать. Здесь требуется прям лоббирование, сильное вот, продвижение, потому что есть и бюрократические вещи, есть просто сопротивление каких-то органов и так далее. То есть здесь надо прям продвигать. Вот. Кроме того, у нас в рамках проекта была подготовлена такая медиакомпания, широкая информационная такая компания, где мы хотели подготовить различные ролики для широкой массы, да, то есть для широкого зрителя, и которые могли бы быть использованы или крутились бы на наших государственных каналах. Кроме того, отдельный был запланирован ролик более такой тематический, потом для школьников, то есть прям, ну, большие такие были замыслы в рамках вот этой информационной кампании. Что сейчас делается, я вот не владею, если честно. Так. Здесь тоже добавлю, да, вот в рамках проекта еще создана платформа, да, Climate Hub. Вы в курсе, нет, не знаю. Сайт есть существующий, сайт, я да, пользуюсь. да. Его надо, в смысле, с ним надо работать, вот, портал, да, то есть любую информацию туда размещать от всех партнеров. Идея была, да, консолидировать, как сделать такой источник, да, источник информации для всех заинтересованных сторон. Получается, этот продукт владелец ЦКФ. Он на балансе ЦКФ. Изначально, да. На балансе ЦКФ. Да, мы думали, как обеспечить его устойчивость, думали, может быть, на себя возьмет эту ответственность и функцию, может быть, Альянс зеленых, но там требуется как бы постоянное финансирование,
для содержательной части, наполнения, обновления, то есть чтобы контент постоянно был актуальным, там нужно, чтобы был человек. Да? У них такой возможности не было, и мы взяли на себя. То есть, но с договоренностями с ПРООН, с Альянсом Зеленым, да, что мы будем совместно администрировать, наполнять, обновлять эту информацию. Сейчас было бы очень удобно, Бермет, да, если мы могли бы вывешивать все эти материалы. Там есть вкладка отдельно по конференции сторон, не обязательно вот к этой конференции, но вообще сама вкладка, чтобы вот люди могли видеть, что это достаточно прозрачный процесс, да. Вообще в идеале там должны вывешиваться потенциальный список кандидатов, там, ну вот какие-то руководства, методички, то есть весь процесс, да, программа, то есть это все в одном месте. Даже элементарно сейчас у ОНУВА есть свои планы, то есть на сайте ЦКФ вывешивается на самом деле, но это также дублируется с этим Climate Hub'ом. То есть идея такая, чтобы вот Госкомитет уже сейчас, да, в виде Госкомитета уже ввел вот эту активную работу. Материалов очень много вы видите. Часть у нас, часть у вас, да, как говорится, часть у них. И это все можно на этом хабе консолидировать. Вот, Турарбек Туйчубекович, надо как-то в оборот взять этот хаб, доступ к нему. Здесь момент, да, до конца года оплачивать есть контракт с контент-менеджером. Нет, по контенту есть контракт с менеджером по контенту, Джилдис, то есть до конца года она должна сюда выбираться. В целом домен у нас на 3 года был. А Джилдис только до конца года? Только до конца года. Текущего года. Да, текущего года. Если есть возможность, там дальше надо уже искать, да, как То есть Джилдис дальше поддерживать. Да, передачу. Турарбек Туйчубекович, вот, оказывается, есть даже лицо, которое фактически администрирует, наполняет, собирает информацию, аккумулирует, там, размещает, фильтрует. Мы не включили еще другие институты, с которыми мы тоже вели работу. Это VGO, это World Green Economy Organization. Потом есть GGGI, это Global Green Growth Institute. Да, это новые такие достаточно тоже солидные институты, с которыми мы тоже начали работу. Мы ратифицировали соглашение о вступлении в глобальный институт зеленого роста. Мы его ратифицировали и участвовали в переговорном процессе по учреждению Всемирной организации зеленой экономики. Это правительством Объединенных Арабских Эмиратов было инициировано. Вот. Помимо этого есть ряд других менее таких глобальных, наверное, организаций, но тем не менее с ними тоже можно работать, сотрудничать, использовать их ресурсы. Вот. Если какие-то есть вопросы, постараемся ответить, если отдельно. Спасибо большое, Канат. Благодарим, Асель, за ваши... А, вы тоже же будете выступать У нас сейчас, есть, да, Асель? попробуем, может, быстро экспресс, если это полезно. Здесь вот это практическая часть, Да. а есть такой общий зонтик, если, Давайте, да, будет если интересно, можно. по глобальным трендам, по как бы, общей Да, вот это ситуации. основной запрос, да, был? Да. Нам интересно, мы голодные, так что давай. Ну да, наверное. Ну, здесь базовая, как бы такая вводная информация, что климатические институты тоже поддерживают развивающиеся страны в их стремлениях, в их усилиях по адаптации к изменению климата, по внесению своего вклада. Вот, ну, сейчас, может быть, по рамочной конвенции это вот, в принципе, всем известные вещи. Вот. Зеленый климатический фонд должен был в перспективе вообще поглотить все экологические, климатические, финансовые организации и стать таким единственным центральным финансовым инструментом в реализации всех конвенций, ну, не всех конвенций, а
вообще он должен всех поглотить. И была такая политика заката у всех организаций. То есть они должны были подготовиться к передаче всех. То есть они должны были завершить реализацию всех своих проектов и программ. И до 17-18 года полностью уже самоликвидироваться. Но как бы они умело обосновали свою профпригодность, да, и остались. То есть, ну, каждый занял свою нишу, а Зеленый климатический фонд сейчас наращивает как бы свой потенциал. Уже на сегодня они получили финансирование от развитых стран. То есть все развитые страны вносят определенный вклад в капитализацию этого фонда. Более 20 миллиардов они уже получили, из которых около 15 миллиардов они уже выделили на реализацию проектов, но вот вроде бы есть неосвоенные средства, но в то же время количество поданных проектных заявок превышает в 3-4 раза существующие вот сейчас ресурсы, которые там есть. То есть конкуренция мощнейшая, и ну, от качества, от агрессивности, от ну, дипломатических и других каких-то вот подходов очень сильно зависит выделение этих средств. Вот, ну, здесь наглядно можете посмотреть финансовые механизмы, технологические механизмы. Чуть-чуть. Да, кстати, ЮНИДО тоже является как бы технологическим механизмом реализации рамочной конвенции ООН. То есть с ними тоже, вот, кстати, необходимо как-то вести эту работу. Вот. По здесь адаптационный фонд, вот по адаптационному фонду на сегодня вообще нет никаких проектов, нет никаких. Ну, тут за исключением регионального проекта. То есть страна не подает, не пользуется, и на сегодня с этим институтом у нас никаких совместных проектов нет. По линии ГЭФ это программы СТАР, ну, наверное, вы знаете, потому что это прерогатива, и вообще программа всегда велась со стороны госагентства, теперь госкомитета. Вот. Источники климатического финансирования инвестиций можно поделить на вот 4 группы. Это национальный, то есть наш республиканский бюджет, какие-то фонды развития природы, там, отдельные какие-то программы, да, вот на местном уровне может какие-то бюджеты тоже поддерживать эту деятельность. Двухсторонние это в основном агентство развития, там, немецкое агентство, японское агентство, корейское агентство. То есть здесь можно двухсторонние такие институты, которые тоже могут оказывать финансовую поддержку. Многосторонние организации это банки развития, это система ООН, это крупные экологические и климатические фонды, такие как были перечислены выше ЗКФ, ГЭФ, адаптационный фонд, КИФ. Помимо этого есть отдельные фонды в рамках вот, Европейского Союза. ИФКА, вот ранее они очень были активны в Кыргызской республике, то есть, ну, на сегодня сейчас с ними взаимодействие немного приостановилось. Вот. Ну и, безусловно, частный сектор. Частный сектор вот, уже где-то составляет порядка 30-40% от общего объема финансирования проектов в области изменения климата, даже, может быть, даже уже и больше. Кроме того, вот, многие, ну, основные банки развития, они заявили, что доведут, есть, да? Этот, так, международные. Вот, ну, совокупное климатическое финансирование к 2020 году была поставлена задача еще в 2015 или в 2017 году, что общий объем финансирования на климатические меры или проекты будут составлять порядка 100 миллиардов. В прошлом году эта цифра была около 75-80 миллиардов. Вот, 18, так, здесь, ну вот, да, 80 миллиардов, правильно. Помимо этого, вот сами банки развития в этом году, в прошлом году на таких
Да, здесь просто динамика финансирования, как возрастает общий объем с 13 по 18, ну далее еще вот практически до 80. По фондам, да, мы говорили. Да, вот банки развития, непосредственно входящие в группу, да, ключевых финансовых организаций, как ВБ, ЕБРР и ПБР, они заявляют и как бы продвигают политику по увеличению своего портфеля в сторону зеленых инвестиций, зеленых проектов, климатических проектов. И на ближайший среднесрочный период они планируют довести свой портфель до 40%. На сегодня он вот уже около 25-28%. То есть если взять, ну, условно, Европейский банк, это самый маленький банк, наверное, среди указанных, с его общим портфелем где-то около 15 миллиардов, они уже около 5 миллиардов ежегодно выделяют под климатический проект. У Всемирного банка и Азиатского, конечно, ресурсы намного больше, порядка 50-80 миллиардов, соответственно, можно считать, что около 25-20 миллиардов каждый институт ежегодно направляет на проекты в области изменения климата. Здесь этот тренд будет возрастать, и здесь есть тоже такие возможности по привлечению средств. Ну, адаптация, митигация, что сейчас идет сдвиг парадигмы, ну не парадигмы, а вот в целом подхода по выделению средств. Если раньше фокус делался исключительно на снижение выбросов, то сейчас учитываются специфические потребности отдельных стран в части выравнивания, да, на меры, связанные с адаптацией. То есть для нас, как раз для Кыргызской республики, важно привлекать средства на адаптационные мероприятия, помимо того, что мы, безусловно, должны свои международные обязательства выполнять по снижению выбросов, но с точки зрения вот национальных приоритетных задач в изменении климата мы должны все-таки, наверное, делать акцент на адаптационные мероприятия. Это и чрезвычайные ситуации, да, это и сельскохозяйственный сектор. То есть здесь очень много задач. Я не знаю, Бактыгуль Полонов, была ли какая-то проделана оценка ущерба от, ну вот, например, чрезвычайных ситуаций? Не было? Нет, именно оценки в экономическом выражении не было сделано. Это планируется по НАПу. Да, костинг уже есть. То есть общая стоимость всех мер в УНУФ оценивается в 10 миллиардов. Из которых около 3 это адаптационные. До 30-го года, да. Но там есть и меры, которые имеют эффект до 50-го года. То есть такой мультипликативный эффект. Костинг был очень самый сложный процесс вообще. Имейте в виду, он является таким скрупулезным, иногда даже тяжелее, чем сами тематические блоки. Вот Вкратце немного расскажу про структуру Зеленого климатического фонда. Вот, как вы видите, на слайде возглавляет как бы высший орган, это Совет директоров Зеленого климатического фонда, в который входит 24 страны, 24 члена, это 12, то есть на паритетной основе 12 развитых стран, 12 развивающихся стран. Секретариат обеспечивает операционную деятельность, то есть общее функционирование, руководство. Помимо этого, у каждого государства, у каждой страны есть национальный уполномоченный орган, через который, или контактное лицо, может быть в одном как бы органе, может быть два отдельных института, через который обеспечивается все взаимодействие, корреспонденция, контакт, и для рассмотрение любого вопроса требуется, безусловно, обращение от национального уполномоченного органа. Даже для получения одобрения на реализацию проектов, который может быть инициирован любым международным институтом, пусть Всемирный банк, Азиатский банк, обязательно требуется
разрешения или предоставления письма о невозражении. Вот no objection letter как раз предоставляется исключительно национальному уполномоченному органу для обеспечения как бы согласованности, последовательности, координации и так далее. Вот аккредитованная организация, это то, что мы говорили выше, что ЗКФ работает только через аккредитованную организацию, он делегирует им все как бы права, все вопросы с реализацией проекта, и аккредитованная организация в итоге несет полную ответственность за этот проект. Да? Как? Можно вопрос? Да? На следующий вот этот слайд. А, вот этот? Да, вот этот вот. Теоретически, гипотетически, куда мы могли бы, где мы могли бы быть представлены, помимо того, что можем стать аккредитационной организацией. Совет директоров, наверное, не потянет. Ну, в перспективе, конечно, можно, но для этого там ротационная как бы основа совета директоров, то есть это не исключает возможности вхождения в совет директоров, но здесь требуется прям серьезный как бы потенциал и экспертиза и, ну, соответственно, политическая такая поддержка, да. Относительно секретариата, здесь мы прорабатывали с ЗКФ возможность прохождения стажировки в секретариате ЗКФ. Мы обращались, мы хотели направлять либо on-job тренинг, то есть прям по департаментам, чтобы где-то наши. Есть одна сотрудница, гражданка Кыргызской республики, которая работает в Зеленом климатическом фонде. То есть вот, в секретариате, да, в секретариате. Да. Ну, надо посмотреть, да, посмотреть. Вот. Но мы обращались, в принципе, это возможно. Помимо этого, сам Зеленый климатический фонд до пандемии, до ковида, они тоже периодически объявляют о наборе или о отборе, конкурсе на прохождение стажировки. То есть можно и отдельно. В связи с этой историей, о которой вы говорите, а также в связи с тем, что ЗКФ физически расположен в Южной Корее, если не ошибаюсь, Верно. Нам всем, наверное, известно, людям, которые и вообще институтам, которые вокруг подготовки КС-26 в целом связаны с темой климата, о том, что Южная Корея подала в качестве номинанта на очередное проведение КС-26 у себя в стране. Спасибо. Ну, я просто слышно, что расходы. Все понятно. И параллельно с этим группа арабских государств, если не ошибаюсь, вы можете меня поправить, также являются номинантами на проведение КС-28, да, если не ошибаюсь. Да. Вот, Канат, хотелось бы просто услышать ваше мнение, может быть, позицию независимую. Кого стоило бы поддержать, какую страну, потому что к нам они приходят, направляют письма по дипканалам. Арабский Эмират, да, там еще момент вообще взаимодействия. То есть здесь мы очень долгое время пытались расшевелить МИД, чтобы была такая внешнеполитическая поддержка, дипломатические какие-то инструменты использовались, потому что у них достаточно хороший опыт в продвижении каких-то вопросов на международных площадках через использование права голоса. То есть, например, может быть, у некоторых госорганов и у Министерства финансов, Министерства экономики есть свои организации, где они выступают в качестве управляющих. Вот, например, сегодня Госкомитет является национальным уполномоченным органом по ЗКФ. У Всемирного банка уполномоченный орган, это управляющий офис, это Министерство финансов. У МВФ или у Исламского банка, там национальный банк. И они знают все внутренние тонкости, прям внутреннюю кухню от и до. Да, МИД должен знать все подводные течения, все подводные камни в структуре ЗКФ. Как принимаются решения, как распределяются, как группируются страны. И здесь Госкомитет мог бы рекомендовать либо образовать, либо присоединиться к какой-то группе стран по интересам. Да. А мы в общей группе стран, по-моему, Азии, да? Или какой-то общей группе. 70 плюс 1 это Китай плюс... Да. То есть мы...
нас нету, в списках нас нету. Потому что у нас нет отдельной группы. Да, вот я проверял вот эти списки, нас Да. нету в этих Там островные страны, то есть африканские, вот. Мы предлагали вот МИДу, чтобы они инициировали формирование новой какой-то группы. Может быть, регион, Центральная Азия? Ну, да, как Горных стран, да. горных стран. Помните, это полная была фонд? Да, то, что Кокорин говорил, что вряд ли какую-то отдельную группу прямо не дают. Ну, если бы объединились и лоббировали, и выставляли в повестке, звучало бы с разных трибун, и мы бы настаивали включить в протокол или включить в какой-то этот. Ну, хотя бы если не на этой, то уже была бы какая-то база на следующей конференции, опять же указывать, что ранее мы поднимали, просим и так далее. То есть, ну, опять же, надо смотреть по и геополитическим, политическим, географическим, с кем двигаться. Так, здесь мы идем дальше. Да? Ну вот по национальному полномоченному органу мы в свое время, когда произошла такая реорганизация, перераспределение отдельных функций и полномочий, и НУО стало Министерство экономики, мы на протяжении года мы проводили постоянные консультации, тренинги, обучение, презентации, то есть прокачивали полностью национальный уполномоченный орган, чтобы они понимали, как работать с зеленым климатическим фондом, какие требования, какой порядок, какие есть ресурсы, возможности, инструменты, окна и так далее. Да? То есть вот мы почти год на них потратили. Да, ну, до этого надо тоже ради справедливости отметить, что до этого практически 1,5 года также прокачивали Госагентство охраны окружающей среды. Но на тот момент это было в рамках проекта Зеленого климатического фонда по повышению потенциала НУО. Это проект был реализован через систему ООН, агентством ФАО. И вот на протяжении года-полтора они наращивали потенциал национального уполномоченного органа. То есть это, ну, там внутри очень много компонентов, задач, мероприятий, начиная от общих каких-то тренингов, включая там, создание платформ, сайта и вплоть до содействия в аккредитации, да, то есть должны были довести до аккредитации. Да, по НУО, ну вы, наверное, уже хорошо знаете, какие функции, полномочия. Мы говорили, да, что утверждает, предоставляет письмо об отсутствии возражения и является координирующим уполномоченным органом. Так, это мы уже... Да, вот нам нужно уйти от международного доступа к прямому национальному доступу. Для этого нам нужно ускорить процесс аккредитации какого-то национального органа. Ну, финансирование или распределение объемов здесь делится вот на до 10 миллионов. Это упрощенный порядок получения финансирования Зеленого климатического фонда. Там более мягкие условия и, соответственно, это распространяется и на сами аккредитованные организации. То есть до 10 миллионов, в принципе, практически все аккредитованные организации имеют доступ. Более, там, следующий идет до 50 и свыше 250. То есть, вот, до 50 это все двухсторонние агентства практически имеют аккредитацию. Свыше 250 миллионов это, соответственно, только вот такие институты, как Всемирный банк, Азиатский банк, Европейский. Так. Да, есть вот такой фонд или такой инструмент, называется Project Preparation Facility, куда можно подавать, по-моему, без аккредитованной организации, да? Project Preparation Facility может даже без аккредитованной организации? Нет, это только аккредитованные. Тоже аккредитованные? Да, они имеют возможность. Помогают, да, писать проект.
Да, это на подготовку, именно на подготовку проекта. Так. Можно здесь, ну, такой инсайт, есть, как это называется? Rapid assessment или... Да. Ну, это они периодически объявляют, да, какие-то программы, где можно в упрощенном виде получить. Да? Нет, можно пройти аудит. Это не аккредитация, но это аудит. Финансовый аудит международный независимый. Это аудит Зеленого климатического фонда, и он дает возможность прямого доступа к вот этим ресурсам. Там вот этот аудит, он дает возможность на подавать заявку на подачу. Вот это вот да, но, допустим, не аккредитованным организациям, а вот, допустим, ну, не знаю, ЦКФ, например, пройдет аудит и может подать на радио. До миллиона или до 3 миллионов можно будет подавать заявки. То есть, исходя из этой логики, в принципе, есть опция не быть аккредитованным. Но ограниченные. Просто это рутина, и каждый раз надо, получается, вот эти аудиты проходить. Для того, можно один раз пройти? Да, можно, да, но ограниченные будут, да, то есть потолок до 3 миллионов. Только на радио проект. Так. Процесс подачи. Ну, дальше мы уходим уже в такую более техническую, наверное, часть подготовки проектов. Мы можем отдельно тоже выбрать время и отдельно рассказать про подготовку, инициирование, там, идентификацию, приоритизацию и весь процесс продвижения проектов. У нас этот опыт тоже уже есть, потому что на начальном мы как слепые котята вначале шли, но один проект мы полностью провели через все циклы. После этого мы еще один прошли, и у нас уже есть понимание всех этапов рассмотрения и взаимодействия именно с Зеленым климатическим фондом по проектам. Да, это критерии, стандарты, направления ЗКФ, формы заявки. У нас были разработаны специальные формы заявки, упрощенная форма заявки, чтобы люди не боялись заполнять, подавать какие-то проектные идеи, какие-то проектные предложения. И более такая усложненная форма заявки — это на основании требований, которые выставляет Зеленый климатический фонд. Так, проект ЗКФ. Так, было. Да, ну вот для сравнения, да, в Центральноазиатском регионе у нас идет существенное отставание от мобилизации этих ресурсов. Ну, в Казахстане только по одному проекту на развитие ВИА было уже предоставлено 110 миллионов. Ну, эти цифры даже уже сейчас, наверное, не актуальны, поэтому...